Добрый день, уважаемые коллеги, участники семинара. Разрешите представить вам патриотический проект «Күнчөмчүк оғлары сарыллар» из опыта работы детского сада Хатынчана села Паны Намского улуса. Что такое патриотизм? Патриотизм – это воспитание любви к родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее. Желание трудиться на ее благо начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. Без уважения к истории и культуре своего Отечества, к его государственной символике невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а следовательно, полноценную личность. Но патриотическое чувство не возникает у детей само по себе. Это результат длительной деятельности, начиная с самого раннего возраста. Патриотизм формируется под влиянием идеологии, среды, образа жизни и идейно-воспитательной работы в семье, дошкольном учреждении, в школе и в коллективе. Поэтому процесс воспитания патриотизма является составной частью и одной из главных задач идеологической работы. Патриотическое воспитание начинается с младшего дошкольного возраста. Задача педагогов и родителей как можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут стать ему достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице и наследию. Исходя из вышеперечисленного, наш детский сад с 2013 года работает в патриотическом проекте «Күнчөмчүк оғлары сарыллар». Цель проекта – воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста. В данном проекте охвачены все воспитанники, начиная с младшей группы. Проект имеет 4 направления. Мен угуяным мен кисдем, мен төрүттүм, таптыбын төрөбөт дойдубун, күнчөмчүк оғлары сарыллар. С 2012 года в школе организовано детское молодежное движение «Ылжа Ычаттара», где начальной ступенью работы является движение воспитанников подготовительной группы нашего детского сада «Күнчөмчүк оғлары сарыллар». По этим направлениям ведутся такие работы, как шефство, сотрудничество, спонсорство. Организуются совместные мероприятия, смотр строя и песни. Младшие школьники показывают концерт перед воспитанниками детского сада. Воспитатели детского сада разрабатывают ежегодно ряд проектных работ по разным темам, знаменательных событий села, наследия, улуса и республики. Одним из основных направлений являются проектные работы, посвященные Илью Егоровичу Винокурову. Воспитанники читают доклады, посещают достопримечательности наследия, улуса. Материалы, которые создаются детьми и родителями, бережно передаются в музей детского сада, обогащается сменный настенный лепбук. В рамках этих работ у детей формируется понятие о партийном руководителе, воспитывается гордость и уважение перед его именем, знакомится с учреждениями, носящими его имя. В рамках проекта ведется слаженное сотрудничество с социумами. Например, выступления детей на радиостудии Хатынчана, экскурсии в музей имени Ильи Егоровича Винокурова, посещение школы, работа по преемственности, воскресная школа учителей начальных классов, обучение танцам работниками детской школы искусств, Центра досуга Чорон, интересные беседы с работниками ветеринарной лечебницы, сельской врачебной амбулатории. В результате нашей работы каждый наш воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Имеет четкое представление о себе, своей семье и наследии, умеет выступать перед публикой, проявляет толерантность к окружающей среде и к животным. Хочется закончить свое выступление словами Василия Александровича Сухомлинского. Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий. Так педагог должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной любви к родине.
Спасибо за внимание.